Селям Ецизбе. Здравствуйте, меня зовут Ажар, и мы с вами продолжаем запоминать казахские слова. В каждом моем видео я рассказываю о том, как легко, быстро и эффективно запомнить слово и не потерять при этом время и труды свои. Мои видео предназначены для русскоязычных людей, которые хотели бы постепенно начать понимать и разговаривать на казахском языке. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как сыйлық. Сыйлық – это подарок. Вот здесь вот «к» с таким хвостиком. Оно звучит как «к». Не «к», не «х», а «к». Сыйлық. Сыйлық. Это подарок. Ну что такое подарок? Это не обязательно что-то материальное. Это может быть все что угодно. Но что дарится безвозмездно, что дарится, может быть, на какое-то событие, или что дарится с расчетом на то, чтобы поднять человеку настроение, или вызвать удовольствие, или запомниться этому человеку. Это сыйлық. Ну, вот такой элементарный такой. Картиночка элементарная, сыйлық. Ну, очень элементарная. Вот. На самом деле это очень такое более многозначительное понятие. Сыйлық. Ну и теперь, как обычно, мы составляем русские предложения, подставляем вместо слова подарок слово сыйлық. Мы все хотим на Новый год получить сыйлық. И побольше. И некоторые люди, когда какие-то мероприятия устраивают, они говорят: сыйлық, пожалуйста, в качестве денег. Мы сами что-нибудь купим. Вот, поэтому сейчас дарить, преподносить сыйлық в виде конверта, это сейчас нормально в наше время. Так, что еще? Некоторые преподносят такое в качестве сыйлық, даже не сам сыйлық, а преподносят такой талон на купон на приобретение, да, и то есть человек вот на какую-то сумму талончик тебе приносит, и ты можешь пойти себе и выбрать какой-нибудь любой сыйлық. Но мне кажется, что когда ты покупаешь для человека сыйлық, ты пытаешься понять, что ему нравится, что ему нужно, какой у него вкус, да? И когда ты попадаешь вот в это, ну вот в его понимание сыйлық, да, мне кажется, очень приятно, когда человек говорит: вау, я как раз такое хотел, или я там буду тебя помнить всю жизнь, да? Вот, очень приятно. Например, я вот помню, когда мне сестра подарила первую шубу. Это она подарила, она купила, и она подарила. Она была шикарная. И вот, и я до сих пор ей благодарна за это. Это был ее сыйлық. Очень дорогой, очень красивый, шикарный, дефицитный по советским временам сыйлық. Такая полушубок. Что еще? Я тоже, на самом деле, когда человек кому-то делает сыйлық, да, он вот, ну, я так думаю, я вот по себе сужу, что я всегда получаю больше удовольствия, да, когда, нежели чем я бы получила сыйлық, да. Почему? Потому что ты видишь эмоции человека, ты видишь, что ему там понравилось, что там ему приятно, да, вот, и от этого тебе становится приятно. Вот. Ну, есть люди, которые, наоборот, сами любят получать сыйлық. Да, есть такие люди. Ну и ладно, они такие, в конце концов. Вот. И сейчас такая мода пошла, тайный Санта называется. То есть ты покупаешь, например, там в семье там несколько человек, да, и вот ты, например, вы тянете жребий, кто кому покупает подарок. И вот покупаешь, короче, и вот когда идет раздача подарков, ты вот там преподносишь этот подарок. Или, например, каждый покупает какой-то подарок, а потом разыгрывается это по какой-то сыйлық, и разыгрывается это по жребию. И ты получаешь какой-то сыйлық. Да? Ну, чисто для интереса. Вот. В наше время, конечно, такого не было. В наше время было, в советское время,
Ну, вернее, я так говорю в наше время, как будто мое время уже ушло. Ничего подобного. Вот. Мое время будет еще длиться долго. И вам того же желаю. Вот. Но в советское время, когда мы были молодые, вот, мы разыгрывали такую черную кассу. Я не знаю, сейчас есть такая система или нет такой системы. И вот получали ссылок в виде денег. И ты мог такую ощутимую сумму пойти потратить на что-то такое, ну, конкретно ощутимое. Вот, поэтому я думаю, что всегда приятно получать ссылок. У нас, у казахов принято не только зовешь на той, например, той это вот, ну, какое-то или какое-то мероприятие, или это может быть свадьба, это может быть юбилей, это может быть любое другое мероприятие, какое-то там, я не знаю, празднование какого-то события. Вот. И казахи не только на той зовут, ты несешь им сыйлок, а в конце там называется той-бастар, они раздают уже сыйлок. То есть хозяева раздают сыйлок. Это как продолжение. То есть той-бастар это как заканчивается один той и начинается и уже как бы задел на следующий той. Вот, поэтому получать сыйлок это всегда приятно. Вот. И мой, например, второй муж, ну, бывший муж уже, вот, он сделал мне сыйлок на свадьбу, он подарил мне бриллиантовые сережки. Это было приятно очень. Вот. Когда происходит сватовство, да, происходит взаимообмен ссылок, то есть взаимообмен подарками. То есть эта сторона дарит что-то, какие-то подарки, какие-то ссылок этой стороне, соответственно, та сторона тоже дарит какие-то ссылок другой стороне. Вот. В общем, ссылок получать приятно во все времена и во все эпохи, и во всех вариантах, и особенно в денежном варианте. Желаю вам в следующем году получать много-много ссылок. Вот. Но не только материального. Даже, например, хорошие отношения – это тоже ссылок. Хорошие уважительные отношения, теплые слова сказанные – это тоже ссылок. Вы можете, кстати, очень много ссылок людям делать. Просто приятные вещи говорить им. Просто говорить комплименты, просто говорить приятные вещи, давать им хорошее подтверждение за хорошую работу. Это тоже ссылок. Вот таким образом составляйте свои собственные предложения со словом ссылок в достаточном количестве, чтобы навсегда запомнить это слово. И чтобы с легкостью использовать это слово в будущем. Ну, не совсем в далеком будущем, а в дальнейшем, скажем так, в дальнейшем. Спасибо вам за то, что вы смотрите меня, мои видео, что поддерживаете меня, пишите мне комменты. Очень приятно мне слушать, читать их, отвечать на них. Спасибо большое за все. Мы с вами идем к очень хорошей цели. Сау болыңыз. До свидания.